У 23 февраля было несколько названий. День Советской армии, День рождения Красной армии, День рождения Вооруженных сил и Военно-морского флота. Сейчас этот праздник называется Днем защитников Отечества. Изначально 23 февраля праздновался как День рождения Красной армии в честь победы под Нарвой и Псковом над немецкими войсками. День Первой победы стал днем рождения армии. Это как бы обозначило на будущее ее судьбу. Начав с победы, она с той поры не раз громила врагов Родины. Не было ни одного захватчика, который бы не почувствовал на себе силу ее оружия. Армия стала называться советской, а 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник День Советской армии и Военно-морского флота. Сейчас этот праздник отмечается и в ряде стран СНГ, а также в Белоруссии, Приднестровье и Казахстане. В этот день принято поздравлять в первую очередь всех военнослужащих, ветеранов вооруженных сил и силовых структур, а также находящихся в запасе. Для многих этот праздник ассоциируется как торжество храбрых и отважных мужчин. Прежде всего праздник мужественности, что наши мужчины всегда нас защищают. Мы, конечно же, рады, когда они здоровы, когда твердое плечо у нас всегда за спиной. Да? 23 февраля – это, конечно, праздник мужественности, праздник настоящих мужчин. Праздник военных. Хочу поздравить с наступающим 23 февраля, с Днем защитников Отечества, всех своих друзей, родных и близких. Желаю всем удачи, счастья и здоровья. Жду подарка от жены. Поздравляю своего мужа, сыновей с Днем защитников Отечества. Всем мужчинам и якутянам, конечно, поздравляю с 23 февраля. В России объявлен выходным днем, но предстоящие выходные не будут продолжительными. Россияне будут отдыхать только 2 дня – 23 и 24 февраля, которые в этом году пришлись на субботу и воскресенье. Выходной день субботы 23 февраля будет перенесен на 10 мая. Наталья Колесова, Арсен Степанов. Новый день.